В начале сессии парламента депутат Нарсул Салакая рассказал о ходе строительства коттеджного поселка в селе Мачара Гулрыбского района для фонда репатриации. Новых коттеджей всего 3. В одном из них была проведена работа по подготовке к приему передачи здания для дальнейшего заселения репатриантов. Коттедж был сдан в эксплуатацию 5 марта. В другом коттедже ведется ремонт, который идет к завершению. Объект планируют сдать в эксплуатацию 31 июня. На завершающем этапе строительства находится и третье здание. Сроки его сдачи в эксплуатацию были перенесены из-за выявленных контрольной палатой нарушений. Для того, чтобы построить основные коттеджные поселки, были засыпаны огромные пласты слоя, как говорится, щебня. И не было проведено коммуникации, канализации, все виды прочие, которые работы проводилась. Вот за что были виды нарушения. И так как те застройщики, которые до этого не выполняли работу, они проводят данный вид работы и проводят все, как говорится, исправляют те нарушения, которые были. Во избежание увеличения сроков сдачи объектов считаем необходимым снять ранее установленные финансовые ограничения, предусмотренные в расходной части бюджета Фонда репатриации Республики Абхазия 2024 год, разделом 4, подраздел 2, строительство на сумму 93 миллиона 380 тысяч рублей. За утверждение данного вопроса парламентарии проголосовали единогласно. Депутат Салакая также добавил, что работы будут продолжаться еще в 2 домах, относящихся к фонду репатриации на улице Эшба, 65 и улице Красномаякской. В последнем из репатриантов никто не проживает, поэтому будет ходатайство о его передаче столичной администрации. Далее депутаты ратифицировали протокол о внесении изменений в соглашение между Абхазией и Российской Федерацией о содействии реализации государственной программы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы. В рамках данной программы утверждены целевые значения средней зарплаты работников сфер здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан. На эти цели в 2024 году предусмотрено 1 миллиард 780 миллионов рублей. Очень важно, наверное, отметить, что из года в год, соглашение само пока имеет окончательный срок в 2025 году, из года в год доля абхазской стороны увеличивается. И на 2024 год она составляет из расчета по повышению заработной платы 70%. На эти цели в бюджетах, как в республиканском, так, соответственно, и в местных бюджетах предусмотрены средства. Общий объем превышает порядка 450 миллионов рублей. Это доля абхазской стороны. Что касается доли софинансирования российской стороны, я об этом сказал. Итого целиком на эти цели из России будет оказана финансовая помощь 1 миллиард 780 миллионов. Уровень повышения средней заработной платы в 2024 году по отношению к 2023 году целиком по всем будет составлять 27,3%. Если брать, в частности, в разрезе, то, к примеру, педагогические работники образовательных учреждений 26,8 тысяч рублей средняя заработная плата в 2023 году, 29,7 предельное значение в 2024. Дошкольные образовательные учреждения, детские сады 22,4, соответственно 26,7. Доп. Образование 23,9, 29,2. Самый большой рост произойдет по позиции научные сотрудники. Средняя заработная плата с 43,9 возрастет, средняя, повторяюсь, до 58,3 тысяч рублей. Ну и, соответственно, по врачам, наверное, очень важная категория, да, очень важная категория по врачам. 39,7 прошлый год, 52,9 текущий год. 52,9 текущий год – это высшая категория медицинских работников, врачи. Соответственно, там другой медперсонал, естественно, будет чуть ниже. Далее о проделанной работе за 2023 год парламентариям рассказала уполномоченный по правам человека в Республике Абхазия Анна Скишмария. В отчетном периоде в аппарат уполномоченного по правам человека поступило 67 обращений. По данным обращениям сотрудниками аппарата проведено более 100 консультаций с заявителями.
заявителями. В адрес органов прокуратуры было направлено 22 запроса, из которых 6 повторных. В МВД 17 запросов. В судебные органы 5, из которых 1 повторный. В органы исполнительной власти 24 запроса, из которых 6 повторных. В иные государственные органы 17, из них 3 повторных. Как и в предыдущие годы, основную часть обращений на нарушение права составляет категория гражданских прав. Их доля составляет 51 обращение из 67. На нарушение социальных прав поступило 14 обращений, по политическим и экологическим нарушениям поступило по 1 забросу. В своем отчете омбудсмен коснулась и условий содержания заключенных в местах лишения свободы. Она отметила такие проблемы, как отсутствие полноценного медицинского обслуживания, несоответствие санитарных норм, вопросы обеспечения централизованным питанием, нехватку камер и койко-мест. Содержание в таких условиях не служит достижению цели наказания, исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений. Попадая в такие условия, человек не может переосмыслить содеянное и в первую очередь пытается приспособиться, адаптироваться к таким условиям жизни, которые могут способствовать расчеловечиванию его личности, его дальнейшей маргинализации, озлоблению и усилению криминализации. Омбудсмен также рассказала о ситуации с иностранными гражданами, ожидающими очереди на получение виз Российской Федерации. С начала 2023 года их число резко возросло. Это спровоцировало образование многотысячной живой очереди, затруднившей работу российского посольства. В рамках двустороннего сотрудничества с посольством Российской Федерации в Республике Абхазия уполномоченные принимались и обрабатывались заявления от иностранных граждан с целью выявления случаев, требовавших незамедлительного реагирования. Материалы по обработанным заявлениям с изложением критической ситуации заявители направлялись в посольство Российской Федерации для дальнейшего получения визы вне очереди. Таким образом, из 9 заявителей 2 иностранных граждан получили визу Российской Федерации вне очереди с учетом их затруднительного положения. Актуальной остается и проблема образования очередей при перерегистрации пенсионеров, проводимой ежегодно клиентскими службами отделения Социального фонда России. В связи с дезинформацией, распространяющейся среди населения, в Пенсионном фонде РФ в местных клиентских службах отделения СФР образовывается очередь. Граждане полагают, что в своевременно не прошедшие перерегистрацию пенсионеры выдача пенсии якобы будет приостановлена окончательно, что в корне не соответствует действительности. Пенсионеру, пришедшему перерегистрацию, выдается талон с указанием даты, когда ему необходимо вновь обратиться в клиентскую службу. Однако зачастую граждане под влиянием вышеупомянутой дезинформации обращаются в клиентские службы раньше срока, указанного в талоне. Сотрудники клиентских служб вынуждены осуществлять прием как граждан, у которых наступило время перерегистрации согласно талону, так и граждан, обратившихся вне раньше указанного срока. Анна Скишмария коснулась и случаев задержания граждан Республики Абхазия при пересечении КПП ПСО. Уполномоченный по правам человека направила обращение чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в Республике Абхазия, министру иностранных дел, председателю СГБ, в которых указала на данную информацию с просьбой о разъяснении ситуации. На сегодняшний день из 2 вышеупомянутых ведомств ответа так и не поступило. При пересечении некоторыми нашими гражданами границы, да, на КПП ПСО, вот хочется уточнить, вот какие есть у аппарата уполномоченного инструменты реагирования на эти случаи, да, были ли они в полном объеме задействованы, была ли у вас возможность их задействовать в полном объеме, и если да, то какие результаты? Есть ли обратная связь по тем случаям, которые, в принципе, они, определенный резонанс в обществе на каком-то этапе вот буквально недавнего прошлого вызвали? Нам ни один заявитель не обратился. Возможно, потому что в классическом понимании здесь не стоит вопрос о нарушении прав человека. Возможно, в этой связи. Потому что действительно паспортное управление, пограничная служба имеет право задерживать человека на 3 часа для досмотра, разговора. К нам, к сожалению, ни один из заявителей не обратился. Спикер парламента подчеркнул важность взаимодействия Народного собрания с аппаратом уполномоченного по правам человека и задал омбудсмену несколько вопросов. В местах принудительного содержания знаем, что с питанием есть проблема, но что касается медицинского обслуживания, она тоже существует давно, эта проблема. Какие рекомендации уполномоченного по правам человека конкретные по
устранению этой проблемы, потому что с определенной периодичностью люди, отбывающие наказание, обращаются в парламент с тем, чтобы мы там помогли им в организации кабинета стоматологического, например, и так далее. И второй вопрос связан, значит, с нарушениями прав. Интересно, вот по политическим и экологическим нарушениям, да, по одному обращению. Какие это обращения? У нас была очень неприятная история, связана она с гостиничным комплексом, расположенным в городе Гудаута. Когда пошла информация о том, что гражданам Республики Абхазия, этническим абхазам на территории гостиничного комплекса запрещают говорить на абхазском языке. Мы провели расследование по этому поводу, да, выяснили, в чем была ситуация. Она, конечно, не та, которая представлялась у нас среди сообщений, которые были в социальных сетях. Там была совсем другая ситуация. Если хотите подробнее, расскажу. Но мне кажется, она была связана с личной перепиской, когда в рабочем чате между сотрудниками, не владеющим абхазским языком, и сотрудниками, владеющим абхазским языком, случилась перепалка, и владеющие абхазским языком ушли в абхазский язык для того, чтобы другие кто не понимал. И, в общем, оттуда пошла неприятная история. Да. И второй же случай по экологическим тоже связан с именно этим объектом. Пошла информация о том, что у них не работают очистные сооружения, и канализация вытекает в неочищенном виде в море. Тоже были запросы, они сказали, да, действительно, из 3 работает только 1. Это вот аварийная ситуация, которая была исправлена в течение месяца. Места лишения свободы, да, действительно, опять же, наша главная проблема, потому что у нас одна тюрьма в поселке Дранда, которая, в принципе, и не была стройна как тюрьма. Она не соответствует ни санитарным нормам, ни возможностью содержания осужденных. И самая большая беда заключается в том, что, несмотря на степень тяжести совершения преступления, все осужденные содержатся вместе. Парламент принял отчет уполномоченного по правам человека. Спикер Народного собрания Лаша Ашуба также упомянула о дезинформации, которая накануне появилась в социальных сетях. Речь идет о соглашении по Пицунской госдаче. Появилась в СМИ дезинформация по поводу того, что там депутаты, часть депутатов совместно со спикером обсуждают откат от норм, которые были приняты в рамках ратификации соглашения по передаче госдачи Пицунда, откат от норм по мерам о реализации данного соглашения. Эта информация не соответствует действительности. Депутаты парламента остаются на тех же позициях, которые были приняты ими до принятия и ратификации данного соглашения. Мы считаем, что эти позиции соответствуют интересам народа Абхазии, и мы считаем, что они не нарушают концепцию самого соглашения и того, что должно произойти на этой государственной даче. Лаша Ашуба коснулся и темы борьбы с незаконной добычей криптовалют. Здесь принимали ужесточающие нормы, касающиеся майнинга, да, и майнинг оборудования. Периодически происходит, мы принимаем эти нормы, потом вроде как правоприменитель должен работать, по факту в осенне-зимний период снова приходят к нам по ужесточению норм. Ужесточать уже некуда. Мы не видели результатов этих проверок, изъятий, и не видели, чтобы кто-то истребил оборудование для майнинга. Это беспокоит депутатов, и мы знаем, что эта деятельность продолжается. Мы хотим реагирования. Обращаемся публично к правоохранительным органам и ко всем, кто этим занимается и кто это инициировал в парламенте. В завершении заседания спикер парламента напомнил, что 17 марта граждане Абхазии, имеющие российское гражданство, смогут принять участие в выборах президента Российской Федерации. Он призвал сограждан проявить активность в голосовании. Гугу Цавардания, Раму Камкия, Абхазское телевидение.